Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр, һаумыгыз дуслар, здравствуйте, уважаемые подписчики канала Комитета Башкирского национального движения за рубежом. Один из наших сторонников написал статью под названием «Достоинство и воля о башкирском национализме». Я бы хотел представить ее вам на ваше обсуждение. Надеюсь, что она вам понравится. Давайте я вас с ней познакомлю. Достоинство и воля. Сперва эпиграф. Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность. А ответственность большинство людей страшит. Зигмунд Фрейд. Ниже следующий текст является попыткой концептуального введения в теоретическое обоснование борьбы башкирского народа за независимость. Если угодно, это декларационная, прологоменная концепция современного башкирского национально-освободительного движения в его борьбе за независимость. Если ранее попыткам критического осмысления подвергались империя, колониализм и федерализм, то теперь более актуальным становится интерес к тому, что будет происходить в постпутинской России. После начала полномасштабной агрессивной войны против Украины многие люди не хотят более ассоциироваться с русскостью и ищут иные национальные идентичности. Если раньше можно было говорить хоть о какой-то видимости национальной политики со стороны федерального центра, то сейчас вместо этого мы имеем лишь тотальный террор и бесконечные посадки национальных и экоактивистов. В общем, русские, как обычно, рубят сук, на котором сидят. Мы видим, что даже хорошие русские, как когда-то белое движение, убежавшие от путинизма, сидят по всему миру и мечтают о новом возрождении все той же своей русской империи. Так что все это тоже глупо и безнадежно. Время имперцев уходит вместе с их русским миром. Наступает наше время. История показывает, что политические независимости, как правило, обретались после окончания войн. При этом национализм вполне успешно выполняет компенсаторную функцию, помогая людям переживать коллективные травмы, полученные в недавнем или отдаленном прошлом. Публикацией этой серии постов от имени Комитета Башкирского национального движения мы хотим активизировать в башкирском обществе, особенно в молодежной ее части, интерес к интеллектуальному осмыслению происходящих процессов и более амбициозно достать из оставшихся родовых сундуков ту великую мечту наших предков, идею национального освобождения, и сплотиться вокруг нее. Если оставить все как есть и ничего не делать, то ассимиляционные процессы постепенно сотрут башкирскую нацию с лица земли, и этот процесс уже запущен. Освободившись сперва внутренне, в своей голове, мы в дальнейшем освободимся и реально. Складываются благоприятные для этого условия. Появляется редкий исторический шанс. Скоро будет открыто то самое окно возможностей. У башкир есть такое древнее выражение «оран халол». Оно означает бросить боевой клич или призыв в случае родовой или общеплеменной опасности. Так вот, это наше воззвание к вам, живущим башкирам и башкиркам 21 века. Давайте сделаем это, в конце концов, хотя бы просто из вредности. Почему нет-то? Хуже уже точно не будет. К тому же, все это очень интересно. Например, как себя проявит татарский фактор, внешнее вмешательство тюркских стран или мирового сообщества во всей этой движухе. И даже если у нас ничего не получится, если мы не справимся, а наш башкирский проект так и останется лишь проектом, то, по крайней мере, через много-много лет оставшиеся из нас уже будут точно знать, что именно они потеряли и как все могло бы быть иначе. Прежде чем начать, мы хотим напомнить вводные данные. Башкирский этнос является четвертым по численности в Российской Федерации, после татар и чеченцев. При этом Башкортостан по своим размерам в 9 раз больше Чечни и в 2 раза больше Татарстана. Это не говоря о промышленном потенциале. При таких исходных, учитывая приграничное положение с Казахстаном, вместо того, чтобы постараться задобрить башкир, Москва привычно действует с позиции силы. Что ж, каков привет, таков, как говорится, будет и ответ. В этом смысле Башкортостан может повторить судьбу стран Балтии.
каждый из которых в 2-3 раза меньше Башкортостана по территории, так и по населению. Им-то уж не нужно объяснять, что такое русский мир. Они испытали на себе его любовные объятия, в кавычках, сполна. Впрочем, речь в нашем случае скорее идет не о привете-ответе, а о том, чтобы как можно безболезненнее отцепить наш вагон 3-го класса от состава с озверевшими пассажирами 1-го класса поезда, который безумно машинист направил в пропасть. И кто бы остановил его? Некоторые релаканты, кто побывал в разных странах, с удивлением обнаруживают, что люди там живут совсем иначе. В красивых и уютных городах или деревушках, сидя в кафе, общаясь и не боясь, что их поволокут в СИЗО или в суд, если они скажут что-то не то. Люди просто наслаждаются жизнью. Почему они могут позволить себе такую жизнь? Все потому, что государством там является просто наемный менеджмент, который работает на своих клиентов, граждан, а не наоборот. Даже в королевствах и абсолютных монархиях, которые десятки раз меньше Башкортостана, типа Кувейта, Катара, Бахрейна и так далее, местные люди не просто тоже наслаждаются жизнью, а в общем-то купаются в золоте, поскольку доходы от добываемой там нефти распределяются между гражданами, а не уходят неизвестно куда. Работать на русское государство уже не имеет никакого смысла. Это государство-деградант, fail state или провалившееся государство. Можно задаться вполне закономерным вопросом. Почему они должны управлять нами? Почему и с какой вообще стати мы должны подчиняться им? Просто за жалкую зарплату, что ли? Ну так это за очень дешево будет. Весь суицидальный смысл существования России сводится сегодня к войне на истощение со всем миром и Западом в частности. Напав на Украину, русские окончательно закрыли ту форточку, которую когда-то прорубил Петр I. И делали они это специально и намеренно. Западный мир не сделал башкирам ничего плохого, а наоборот, всегда только помогал. Вообще башкиры за всю историю своего существования ни разу ни на кого не нападали. Разве что подворовывали иногда лошадей и невест у казаков. Башкирам всегда нужно было лишь, чтобы их оставили в покое и дали просто жить, как в цивилизованных странах. Нет сомнения, что рано или поздно будут созданы и начнут свою деятельность различные политические партии в рамках общего возрождения башнацдвижения, которое сейчас запрещено. Теоретики башкирской политической мысли, такие как Айрадин Мухаметов, уже очень давно сидят на длительных сроках в русских тюрьмах, увезенные далеко от родных краев. Уверены, что Айрат Ахнафович тоже много думает в своей одиночной камере обо всем, и может даже ему разрешают что-то писать. Но вот совершенно нет уверенности, что что-нибудь из его записей дойдет когда-нибудь до нас. История всегда ходит кругами. Башкиры, несомненно, являются политически активной и сплоченной нацией. Так было всегда. И во времена Салавата Юлаева, и во время Первой Республики Заки-Валиди, и при учреждении Третьей Республики во главе с Муртазой Рахимовым. Несомненно, придет время и для Четвертой Республики, о которой так много говорил Дильмухаметов. Мы прекрасно понимаем, что взятая нами на вооружение правая идеология национализма – это довольно жестко. Это вам, что называется, не в белых носочках, на скамейках в парке стоять и фонариками на телефонах размахивать. Мы были вынуждены использовать эту решительную и волевую методологическую базу не от хорошей жизни, а потому что нас довели до такого состояния. Позвольте спросить, а как еще можно взаимодействовать с путинизмом? Или спросите лучше всего это у украинцев. Либерально-демократические формы доказали свою неспособность противостоять диктатурам. Сопоставить имперскости только и можно, что разве национализм. Башкир делают ультранационалистами сами же русские, в путинском их изводе. Если имперскость для русских это естественно, то нам, башкирам, наш национализм тоже никак не мешает. По большому счету, мы лишь возвращаемся назад к тому процессу, который не завершился 35 лет назад, в период после парада суверенитетов. В этом мы, опять-таки, схожи со странами Балтии. Поэтому нам не придется уже заниматься нацистроительством или каким-то иным институционализмом. У нас буквально все уже давно готово. Разве что нет своей валюты хум, хотя есть Национальный банк Республики Башкортостан, где когда-то тоже как раз и работал Айрат Дильмухаметов. Мы, что называется, тоже можем повторить. О том,
Как конкретно будет выглядеть Четвертая Республика, можно прочитать в специальном документе Башкирского национального движения под названием «Проект будущего независимого Башкортостана». Тоже разрабатывается проект новой Конституции Четвертой Республики. Согласно красивой формуле Эрнеста Ренана, нация – это каждодневный плебисцит. Ренан подчеркивал, что некоторую группу людей делает нацией в том числе то, что они имеют между собой много общего, и то, что они совместно о многом забыли. Нам не нужно проходить длительный этап политической эволюции или пробираться в неизвестность на ощупь. Нам просто нужно вспомнить все, кто мы, откуда и куда идем. Просторные здания башкирского парламента и правительства ждут своего часа, когда там закипит настоящая жизнь. Надеюсь, что в этот раз мы закончим наконец-то, что начали наши предшественники, и тем самым закончится это дурное хождение по кругу, раз и навсегда. Знаете, когда я раньше проходил возле здания Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан по улице Заки-Вальди 40 в Уфе, где у входа есть небольшой памятник сидящему Салавату Юлаеву, установленному в 10-ю годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Башкортостана в 2000 году. И рядом в парке установлен посмертный памятник Муртазе Рахимову. Мне становится очень тоскливо на душе от того, во что превратился башкирский парламент сегодня. Я замедляю шаг, опускаю глаза, и мне становятся видны бесконечные трещинки на износившейся от времени брусчатке, сквозь которую пытается пробиться зеленая трава. На ум тогда почему-то лезут ассоциации из фильма «Планета обезьян», где получившие сознание приматы тоже бродили среди развалин былой цивилизации и не понимали, для чего все было предназначено у тех, кто жил здесь раньше. Кстати, последующие сиквелы этого фильма называются так: «Восстание планеты обезьян», «Планета обезьян. Революция», «Планета обезьян. Война», «Планета обезьян. Новое царство». Фильмы собрали в мировом прокате более 2,5 миллиардов при общем бюджете в 687 миллионов долларов. Те, кто тогда, в начале 90-х, строили Третью Республику, уже глубокие старики. Многих уже давно нет в живых. Им было намного сложнее это делать после 70 лет советского режима. У них не было ничего, кроме желания. Если не сможем и мы, то это будет просто какой-то неимоверный позор. До конца своих дней нам придется выдумывать оправдания, чтобы ответить на простой вопрос внуков. Как так вышло, что вы просрали свою республику? Хватит интересоваться всем, что происходит где-то там. У нас же есть свои дела. Пусть они интересуются тем, что происходит у нас. Хватит все время оглядываться на Москву и отслеживать весь тот поток безумия, который идет оттуда. Хватит быть скептиками и не все так однозначниками. Хватит быть пассивными наблюдателями того, как у нас разворовывают республику и вообще делают с ней, что хотят. Мы отстояли наши горы, когда они захотели забрать их у нас. Мы победили их. Так давайте поборемся и за всю нашу республику. Неужели в ключевой момент мы так просто отдадим ее опять каким-то непонятным дельцам, проходимцам и прочим таинственным ФСБшникам? Путинская диктатура существовала и пока еще держится только за счет выкачивания ресурсов из регионов и монополии применения власти. И монополии применения силы. Этот режим совершенно точно развалится в метафизическом смысле. Он и должен потерпеть крах. Эта конструкция натворила слишком много бед. Она изжила себя и сейчас агонизирует. Вместе с режимом начнет разваливаться и сама Россия. Это вопрос ближайшего десятилетия. У нас же все должно получиться само собой. В этом нет ничего сложного. Нужно лишь только всем вместе этого очень захотеть. Мы, лидеры Башнафтдвижения, все уже давно продумали. Нам нужно лишь только заручиться вашей поддержкой. Хуплау, Кабул Курейл. Общественным мнением. Башкорт Кусю Бердаймликтагена. Нужно всем этим русским, как капризный, но принципиальный ребенок, просто вытрахать все мозги тем, что мы хотим свое собственное государство. И пусть они доказывают нам и всему миру, почему мы не имеем на это права. А они и все другие имеют. Связь между людьми по национальному признаку является одной из самых иррациональных и эмоционально сильных, напоминая тем самым по силе воздействия религиозную веру. Она перевешивает любые иные различия между людьми, в том числе классовые, и основанные на знаниях. Это происходит из-за того, что первичное значение формирования нации принадлежит идеям.
Поэтому-то часто самыми пламенными националистами и лидерами становятся такие люди, которые не вполне этнически чисты, полукровки от смешанных браков, не владеющие языком нации, не живущие в пределах территории нации и так далее. Скажем больше, этническое самосознание во многих случаях не предшествует формированию нации, а напротив складывается вследствие этого формирования. И здесь же встает самый сложный вопрос. Что делает нацию такой ценностью, за которую человек готов умереть? Видимо, по этой причине национальные конфликты считаются в принципе неразрешимыми, даже после смены поколений. Вы только посмотрите, как корежат всех этих московитов, москалей от украинского национализма. В слове «бандеровцы» из перекошенных ртов кацапов нам слышатся «валидовцы». Стесняться того, что вы националист с националистическими настроениями, это равносильно тому, чтобы стесняться того, что вы просто башкир по национальности. Как вообще можно не быть националистом, родившись и живя в национальной республике? Это же бред. Поэтому, так же как любой нерусский ребенок становится в России билингвом, так же любой нерусский человек в России невольно становится в какой-то мере националистом-политологом. Впрочем, если кому-то не нравится слово «националист», или он хотел бы избежать лишних ассоциаций, можно использовать более нейтральный термин – сторонник независимости. Или даже так, сторонник политической эмансипации. Чтобы избежать неблагоприятных ассоциаций, некоторые ученые также предпочитают использовать эвфемизмы и говорить не о национализме, а о принципе национальности и так далее. До войны с Украиной Россия воевала с чеченскими сепаратистами, но когда возникли самопровозглашенные сепаратистские республики ДНР и ЛНР, то это норм. Кстати, они провозглашали свою независимость в качестве отдельных государств, а Россия официально признала этот их статус, после чего тут же, правда, аннексировав. Таковы чудеса политики двойных стандартов в России. Да что и говорить, если современная Россия это тоже результат сецессии, выхода РСФСР во главе с Борисом Ельциным из состава СССР, где генсеком был Михаил Горбачев. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, РСФСР, была таким же субъектом, как и все другие союзные республики. Праздник День независимости России от СССР, отмечаемый ежегодно 12 июня, как раз в честь этого. Так уж сложилось в мире, что государства образовываются именно нациями, и никак иначе. В политическом языке государство как раз и именуется нациями. Откуда, в частности, название Организации Объединенных Наций, ООН, или выражение агент национальной безопасности. Но согласитесь также и с тем, что намного труднее представить себе государство Свердловской или Челябинской областей или Пермского края, а вот государство Чувашия, Удмуртия, Мариэл легко. Любая нация стремится к созданию собственного государства, поскольку это самое эффективное средство для сохранения, защиты и развития своей культуры, языка, истории и так далее. Поэтому политологи именуют такие политические единицы не нациями-государствами, а скорее государствами-нациями. К примеру, на справедливые доводы об открытии национальных школ и детских садов приходится слышать чиновничьи отмазки, мол, сохранение национального языка нужно начинать прежде всего со своей семьи. А если внутри семьи по какой-то причине нет языковой среды, то это вы сами виноваты, что утеряли свой язык, не старайтесь именно вы сами. На такое справедливо возникает вполне логическая реакция. А зачем мне вообще платить налоги и вообще такое государство, которое не может удовлетворить мои самые базовые экзистенциональные потребности? Метрополия же продолжает привычно редуцировать национальные потребности к фольклору, танцам в национальных костюмах перед заезжими из Москвы гостями и сабантуем. Реальное сохранение языка, его цифровизация подменяется ничего не значащей показухой типа коллективного написания диктантов и так далее. Можно использовать общепринятое словарное определение нации как совокупность индивидов, связанных с сознанием своего единства, общности происхождения, языка, верований, быта, нравов, обычаев, исторического прошлого и солидарностью социальных и политических интересов настоящего. Один из главных теоретиков конструктивизма, Бенедикт Андерсон, определяет нации как воображаемые сообщества. Имеется в виду не то, что нации вообще некие фикции, а то, что реально существуют лишь рационально мыслящие индивиды, а нации существуют лишь в их головах, в воображении, в силу того, что они себя идентифицируют именно этим, а не другим образом. Нация в такой трактовке выступает как новый, характерный для современного общества способ связывания воедино
в целостном восприятии пространства, время и человеческую солидарность. Особенность этого соединения заключается в том, что оно неосуществимо без воображения, опосредующего и обосновывающего коллективную горизонтальную связь без унифицирующего воображения, создающего культурно целостные воображаемые сообщества, которые к тому же имеют и ценностный характер. Национализм таким образом выступает как своего рода религия современного общества, сулящая человеку бессмертие вечным существованием нации, которой он себя причисляет в своем воображении. Дело не просто в том, что верующий знает некую истину, которой не знает неверующий. Дело еще и в том, что он чувствует в себе особую силу, позволяющую справиться, например, с жизненными невзгодами. А для этого недостаточно думать. Надо действовать, действовать совместно. Именно в этом основополагающее значение культа, позволяющего, так сказать, овнутрять внешнее, переводить его в ценностный план. Экономический успех регионов тормозится центральной властью государств, частью которых они являются. Выражением стремления регионов к самостоятельности становится национализм. Но отсутствие достаточных политических ресурсов не дает им возможность обрести государственность. У подавляемых народов, в отличие от классических наций-государств, нет в распоряжении таких институтов, как армия, система образования, СМИ, полиция, суд и так далее. Поэтому их поведение может разворачиваться по сценарию попытки опереться на массы. Согласно чешскому профессору истории Мирославу Гроху, формирование национального самосознания, национального возрождения у разных народов происходит через 3 стадии. Стадия А – период научного интереса. На этой стадии узкая группа романтически настроенных энтузиастов углубленно изучают историю, язык и культуру своей этнической группы. Стадия Б – это период активизации национального сознания, когда патриотические чувства выходят за пределы круга интеллектуалов и охватывают широкие слои общества. И стадия С – это массовая мобилизация населения. На этой стадии от летаргического сна пробуждаются те, кто еще не проснулся на предыдущий. Меняется сам принцип представительства. Элита представляет не народ, а идею нации, народу. Поэтому считается, что полноценное националистическое мировоззрение не может сложиться до организации национального политического движения. Терминологический хаос вкупе с идеологической ангажированностью, сопровождающей употребление слова «нация», не менее удручающий, чем в случае со словом «национализм». При этом были даже попытки разработать и ввести в вузах преподавание дисциплины под названием научного национализма. Поскольку термин слишком размыт, то можно считать, что сколько существует наций, столько существует и национализмов. Дело вообще не в национализме и других измах. Имеет значение только контекст, в котором разыгрывается история. Нация – это единство людей, обладающее своим собственным национализмом. С национализмом очевидно связан термин «национализация», то есть передача в собственность государства земли, промышленных предприятий, банков, транспорта и другого имущества. Национализация нефтяной промышленности, химических и иных производственных предприятий Башкортостана уже происходила в 1990-е годы. Существует большое множество видов национализма. Например, лингвистические, как любовь к родному языку. Вот почему так прискорбно, когда молодые мужчины, прекрасно говорящие на башкирском языке, но с засранной русской пропагандой мозгами, едут в Украину и там погибают. Если бы эти башкирские парни пережили Путина, то они бы рано или поздно поняли, что все это было каким-то бредом и помутнением рассудка. И как раз именно поэтому они и их будущие дети стали бы самыми ярыми башкирскими националистами, поскольку последний является воплощением антипутинизма. Среди других видов выделяют этническую нацию или этнонацию, историческую, гражданскую и политическую нацию. Национализм подпитывает чувствами и ожиданиями людей, которые ищут решение острых проблем собственного существования в национальной солидарности, консолидации на основе общей истории, языка и культуры. Национализм возникает как реакция малых народов на экономическое и политическое угнетение со стороны более крупных, либо как сопротивление передовых обществ силам, тянущих их назад. Национализм утверждает, что любая нация имеет право и даже обязана отстаивать свои интересы там, где они ущемляются. Разумеется, интересы нации можно понимать по-разному, но в общем удовлетворение национальных интересов возможно лишь за счет ресурсов самого народа, либо за чужой счет. В первом случае народ
Народ нуждается прежде всего в свободе, независимости, справедливой власти и тому подобном. Во втором – возможности безнаказанно угнетать другие народы. Поэтому существует два вида национализма. Первый можно назвать национально-освободительным, второй – империалистическим. Пожалуй, в мире нет страны, которая не была бы когда-то чьей-то колонией. Национально-освободительная борьба по классике направлена на уничтожение иностранного господства и оккупации, завоевание национальной независимости, реализацию права на самоопределение, ликвидацию колониального гнета и эксплуатации. Сегодня Башкортостан по всем признакам находится под иностранной оккупацией. У русских тоже есть национализм. Это угнетающее их, по их меркам, до последнего времени засилие американского империализма, еврейского олигархата, пересмотр итогов приватизации и кавказцы в целом. Это их страхи. Понятие национализм долгое время в советском и российском обществе обозначало нелюбовь, пренебрежение, агрессию к людям других наций. Такое понимание насаждалось метрополией, поскольку Россия имела имперский идеологический дискурс. А для империи существование нации на реальных, а не внешне-атрибутивных основаниях угрожает всей имперской конструкции. Но путинская вертикаль стремительно эволюционирует в сторону русского фашизма и рашизма, русизма. А это уже отход от имперского нарратива. Отсюда и метание в миграционной политике. С одной стороны, мигранты нужны, с другой Россия для русских, а Москва для москвичей. Поэтому быть одновременно русским националистом и имперцем невозможно. Это два взаимоисключающих и взаиморазрушающих вектора. Понятия нации и империя противоположны друг другу. Строить нацию значит разрушать империю. У России не существует национального государства, а вот унитарное украинское национальное государство существует. Поэтому Путин называет свою войну против украинцев денацификацией, то есть войной против государства украинцев по национальности. Далее нам хотелось бы коснуться такой неоднозначной темы, как та самая пресловутая дружба народов. Существовала и существует ли она реально? Или более реально все же тюрьма народов? А быть может, здоровая дружба возможна только между более-менее равными партнерами? Эта дискуссия является частью бесконечного спора о том, было ли вхождение Башкирии в состав Московского царства добровольным, либо же оно было принудительным. Понятие интернационализма, братство народов, всегда использовалось совком как антитеза национализму, как альтернативный вариант глобализации. Любые националисты отождествлялись с сепаратистами. Нелюбовь ко всяким формам национализма со стороны советской власти понятна, поскольку национальные чувства мешали строить один большой общий советский лагерь. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Советский Союз, пришедший на смену империи Романовых, провозгласил целью своей национальной политикой формирование новой национальной общности или супернации советского народа, что в действительности служило идеологическим прикрытием ассимиляции национальных меньшинств путем уничтожения их языков и культур. Оксюмуроном является также понятие национальной идеи России, поскольку в России проживает более 190 совершенно разных национальностей. Россия продолжает оставаться одной из самых многонациональных территорий на планете. У России не может быть никакой национальной идеи, поскольку она перестала быть унитарным государством нации в 1552 году, после взятия Иваном Грозным Казани, когда впервые под русским господством оказалась ранее самостоятельная государственная структура, обладающая собственной исторической традицией, легитимной правящей династией и общественной элитой, которая была иноязычной и принадлежала к другой мировой религии и высокой культуре. Кремль в одно время внедрял также такой стимукляр, как российская нация, явно пытаясь копировать советский идеологический конструкт советского народа. Сами русские этнические националисты обычно негативно воспринимают понятие «российский», считая, что российскость является своего рода субститутом советскости. По их мнению, в истории СССР происходило постоянное подавление русскости. Немецкий философ Курт Хюбнер также убежден, что мирное сосуществование различных этнокультурных сообществ скорее исключение, чем правило. Нормальным ему представляется их раздельное существование. Исторический опыт учит, совместная жизнь различных культур в узком пространстве всегда была постоянным запалом, приводящим к новым и новым взрывам. Подтверждением этого тезиса и, пожалуй, является та историческая данность, что даже соседи постоянно конфликтуют между собой, не говоря уже о том, если их запереть в одной коммуналке.
Парадокс действительно заключается в том, что многонациональные государства, как правило, не демократичны. У башкир и татар с русскими, можно сказать, межцивилизационная непереносимость. Фактически русские в республике живут сами по себе. Башкиры и татары тоже варятся в своем соку, как щука, лебедь и рак из басни. Но ни о какой лояльности друг друга речи не идет. По сути, мы живем на этнической бомбе замедленного действия и друг друга. При этом страшно бесим. По сути, мы живем на этнической бомбе замедленного действия и друг друга при этом страшно бесим. Напомню, что русские в Башкортостане составляют всего 1/3 населения и живут в основном в городе Уфа. Все это нужно пересобрать так, чтобы от разнообразия действительно выигрывали все. Принцип управления согласия управляемых. И чтобы граждане доверяли друг другу. Это можно сделать не сразу, но можно. Привести к естественному равновесию, устойчивому консенсусу. У русских это не получилось. Пусть попробуют другие. Сама идея социальной справедливости может жить лишь внутри сообщества, имеющего представление об общей судьбе. С другой стороны, демократия поощряет как раз соревновательный характер политики, а не консенсус. Например, мы не видим вообще никакой проблемы в том, чтобы в Уфе построить еще больше татарских гимназий. Шизоидность ситуации заключается в том, что русские рассматривают представителей всех иных народов, проживающих в Российской Федерации, по большому счету не иначе, как тех же мигрантами. Отсюда все эти бесконечные унизительные проверки документов в российских городах у людей, имеющих азиатские черты лица. Русским все время мешают инородцы. Они не знают, что с ними делать. Эта проблема решается русскими тем, что инородцев предпочитают попросту просто не замечать. Обратите внимание, что на федеральном телевидении практически отсутствуют сюжеты о национальных республиках, как будто бы их вообще не существует. Поэтому нет ничего удивительного в том, что представители титульных народов, чувствуя себя в самом деле некими мигрантами-маргиналами у себя дома, начинают сплачиваться по этническому принципу. Продолжение шизы еще и в том, что когда русские топят против мигрантов в России, они тем самым разрушают свою имперскую конструкцию. Если Россия для русских, то зачем тогда нам, не русским, такая страна? Она нам не нужна. Мы тогда будем строить свой домик, отдельно от вашего. Патриотизм по своей природе оборонителен. И в военном, и в культурном смысле. Национализм же неотделим от стремления к власти для преобразования действительности. Вот почему национализм так пугает людей. Он деятелен и, как правило, стремится восстановить попранную справедливость. А это понравится не всем. Там, где речь заходит о национализме, мы, как правило, имеем дело с достоинством и волей. В этом ключе любопытным становится постановка вопроса таким образом. Где больше агрессия? В том, что башкиры стремятся к независимости, или в блокировании этого стремления путинским режимом и всем русским сообществом? В конце концов, так ли уж много потеряет русская часть жителей Уфы от того, что в городе станет больше башкирских школ? В конце концов, мы так долго терпели эту отвратительную дискриминацию, почему бы теперь не потерпеть немного и им тоже? В этом месте отметим еще одну важную мысль. Как вы думаете, почему все диктаторские режимы одинаковы в том, что стремятся максимально атомизировать свое общество, разорвать все горизонтальные связи между людьми, чтобы никто ни с кем не общался и не собирался больше трех? Тогда, как в рамках национального движения происходит противоположный процесс. Человек – космополит. Какой-нибудь абстрактный либерал-демократ всегда будет проигрывать националисту в мотивации встать на пути и противостоять потенциальным путчистам-диктаторам. Вы никогда не задумывались, почему во времена Заки Валиди в среде башназ-движения не было никакого междуусобного противостояния, взаимной грязни и тому подобного, какое было, например, в пестрой политической среде предреволюционной России в период между 1905 и 1917 годах. И тем более затем белогвардейской эмиграции, и сейчас в среде так называемой русской оппозиции за рубежом. Проще говоря, потому что национализм всегда более сплочен и дружен, как одна большая семья, благодаря все тому же демократическому горизонтальному. Хотим на всякий случай напомнить, если кто совсем не в теме, что по общепризнанному консенсусу воплощением будущего башкирского государства будет являться многопартийный демократический парламент Республики Башкортостан. Место для дискуссий. При этом государство самих русских деградирует на глазах. Вернее, они сами его разрушают, как разрушают обычно себя глубоко больные люди, сами не осознавая, почему это происходит.
Это как раз тот случай, когда государство использует в интересах зла, а не добра. Сама история нам шепчет: тюремщик сошел с ума, пора убегать. Здесь уместно объяснить, в чем заключается то самое окно возможностей в час X. Дело в том, что всегда в любом обществе основная масса населения весьма конформна и оппортунистична, поскольку человек по природе слаб. Большинство людей, как правило, попросту приспосабливаются к сложившимся обстоятельствам. Это происходит и сейчас в путинской России на всех уровнях. Угроза лишения личного комфорта и финансового благополучия перевешивает, в общем, вообще все, любую этику и так далее. Вот почему люди так легко переобуваются и перекрашиваются, что в силу публичности особенно хорошо заметно на примере деятелей культуры и медиаперсон. Весь бюрократический класс легко из рахимовского становится хамитовским, а потом хабировским. И далее каким угодно еще, лишь бы исправно поступала зарплата на карточку. Соответственно, если мейнстримной государственной идеологией станет парламентский национальный республиканизм, все само собой пойдет по этому пути. Вспомните, сколько ушло времени у Москвы на то, чтобы убрать должности президента в республиках, не говоря уже об упразднении самих республик или о том, чтобы хотя бы убрать из своего официального названия слово «федерация». Имперцев это слово очень бесит. Выскажем еще более неочевидную на первый взгляд мысль. В случае развала России, в наступившей ситуации хаоса и всеобщей неразберихи, когда команда Х в полном составе испарится в неизвестном направлении, а среднее чиновничество замрет в ожидании, в Башкортостане воцарится состояние безвластия. Ее попросту будет некому брать, кроме как самим башкирам, их так или иначе организованным группам или неорганизованным вовсе. Неужто вы всерьез представляете себе, как молодчики из русской общины или северного человека, обладающие большим общественным авторитетом среди своих русских, захватит Белый дом на Тукаева 46 и вообще весь правительственный квартал в Уфе и мэрию на проспекте Октября в придачу, и начнут править оттуда всем башкирским народом и всей республикой? Это звучит даже очень просто нелепо. Такой же несуразицей было бы, если бы, скажем, представить, что власть в Башкортостане полностью перешла к группе татарских националистов. Ну вот, к примеру, в нашу республику любят приезжать и обосновываться здесь вьетнамцы. Их дети ходят в местные школы и прочее. Вряд ли же им в голову придет воспользоваться правом на самоопределение и строить второй Вьетнам здесь. Право на самоопределение есть только у самих башкир. Только башкиры в Башкортостане являются не просто титульной нацией, а государствообразующим народом. Уж с этим-то пока никто не спорит, и это продолжает быть самоочевидным всем участникам внутри и снаружи. Право на самоопределение упирается в конечном счете в высшую ответственность за эту землю. И багдадский путешественник Ибн Фадлан, побывавший среди башкир в 922 году, тут вовсе ни при чем. Хотя нет, как раз при чем. Как говорится, похозяйничали в чужом доме, да и хватит. Когда мы говорим республика, мы всегда исходим из того, что это слово и все, что за ним стоит, имеет значение только для самих башкир и больше ни для кого. Вообще, когда в борьбе за власть, кроме денег, включается национальное чувство, то все становится очень непросто. В современном международном праве, помимо государственного суверенитета, сформировалось понятие национального суверенитета, понимаемого как право каждой нации на самоопределение. Содержанием национального суверенитета является полновластие нации, ее политическая свобода выбирать свою государственно-правовую организацию и форму взаимоотношений с другими нациями. Однако нужно заметить, что в современной политологии понятие суверенитет ассоциируется с понятием независимость, только в том или иной степени. Термин суверенитет подразумевает определенные ограничения независимости. Так в федеративных государствах его субъекты обладают полусуверенитетом. Подытожим, зафиксируя итоги. Создание нового государства или восстановление ликвидированного старого можно сравнить, пожалуй, с учреждением большого открытого акционерного общества, где акционеры должны вложиться в начале, чтобы в дальнейшем начать получать дивиденды. Но у башкир сейчас нет не то что своего государства, а даже хоть какого-то не было реального организационного представительства, хотя бы хоть где бы то ни было. Государство можно сравнить также с некой суперсилой, дающей политическое могущество, и которой все стремятся обладать. Причем эта суперсила имеет неограниченный срок действия по времени. Главное условие обладания заключается в том, что эта суперсила может быть выделена только нациям. Национальное самосознание – главный признак любой нации. Но нация вне собственного государства – это неполноценная, неосуществленная недонация.
Нация без своего учрежденного государства остается не вполне реализованной. Эта мысль лучше всего прослеживается в истории построения еврейским народом государства Израиль. Тысячи евреев начали селиться в Палестине задолго до того, как Теодору Герцлю пришла в голову мысль о создании еврейского государства. Они до того хотели свое государство, что поместили это слово даже в официальном названии этой страны. И вы не найдете в мире ни одной нации, которая бы добровольно отказалась от своей государственности. Это всегда происходит путем насильственного отъема. У башкирской нации первый отъем произошел после разгрома большевиками Валидовской Первой Республики. Чего же хотят башкирские националисты, сторонники независимости? Ответ прост и прозрачен, чтобы все в республике жили богато, а потому и счастливо. Кстати, вы не задумывались, почему раньше всегда в России, когда речь заходила о национализме, то обязательно добавлялось слово «буржуазный»? Всех деятелей валидовского движения органы НКВД официально расстреливали по сфабрикованным уголовным делам о башкирской буржуазно-националистической оппозиции. Массовые сталинские репрессии проводились под официальным лозунгом удара по право-троцкистскому и буржуазно-националистическому подполью против многих башкирских политических и общественных деятелей, против врагов народа и числа агентов-валидовцев и прочих вредителей, в кавычках. Кто же такие буржуа? Это и есть богатый средний городской класс, занимающийся предпринимательством, владеющий капиталами, землей и так далее. Тезис о нежизнеспособности малых государств, к которому часто прибегают противники сепаратизма, утрачивает свое значение в условиях регионального сотрудничества и антиизоляционизма. Быть нацией – это, по сути, самая универсальная легитимная ценность политической жизни нашего времени. Башкирский национализм сегодня – это идеология политизированной идентичности, непосредственно связанная с гипотетическим государством. Башкортостанец – это тот, кто разделяет ценности Башкирской республики, а не тот, кто принадлежит башкирской нации по крови. Башкирский национализм сегодня, как и любой другой в нынешних национальных республиках Российской Федерации, приобрел форму национально-освободительного движения. Интеллектуальная элита народов России пришла к этому единому знаменателю естественно эволюционным путем, поскольку всем стало понятно, что историческое будущее и перспективы будут только у тех народов, кто сможет освободиться от русского мира и России. По-простому говоря, никто больше не хочет иметь с Россией ничего общего, и все ждут развала этой выжившей из ума страны. Россия сейчас, строго говоря, это и не страна вовсе, а мафиозный кооператив «Озеро», состоящий из стариков-маразматиков и тех, кто увивается возле нее в надежде поживиться. Мы, башкиры, отличаемся от русских больше всего своей национальностью, куда вообще входит все. Таким образом, мы определяем башкирский национализм как движение, стремящееся к созданию полноценного независимого государства как высшей формы существования любой нации. Требование башкирского народа, живущего на своей исторической территории, на независимое государственное существование абсолютно законно и морально обосновано, как с точки зрения международного публичного права, так и с чисто гуманистических соображений и принципа справедливости. Это и есть функционалистическое понимание нации, то есть через те цели, которые она выполняет. Проще говоря, когда башкиры обретут государственность и почувствуют себя в более-менее безопасности и защищенности, принцип этничности уйдет с первого плана. Время патетических речей об угнетении сменится каждодневной практической работой по налаживанию рутины в жизни людей. Практика показывает, что попадая в политический мейнстрим, ультранационалисты обычно приобретают респектабельность и отказываются от скандальных заявлений, которые они делали, будучи радикалами. Национализм, использованный как инструмент политической борьбы, впоследствии перестает мыслить государство как цель, но лишь как средство. Посмотрите на постсоветские независимые государства Центральной Азии. Там нигде нет воинствующего национализма. Он становится уже нецелесообразен и идет во вред прогрессивному развитию. Башкирию называют иногда еще и Башкирской Калифорнией из-за схожести горного ландшафта и обилия полезных ископаемых. А самих башкир сравнивают с бесправными неграми на своей земле. Поэтому завершить это длинное исследование хочется обращением к самой известной речи Мартина Лютера Кинга в защиту чернокожего меньшинства, которая актуальна и сегодня для башкир Башкортостана, в которой он провозгласил свое видение будущего. «У меня есть мечта». I have a dream. Лютер Кинг произнес эту речь 28 августа 1963 года со ступеней мемориала Линкольну во время марша на Вашингтон за рабочие места и свободу. Во время выступления на сцене
также находилась певица Махалия Джексон, которая обратилась к нему. «Расскажи им о мечте, Мартин». Речь Кинга была признана лучшей речью 20 века американским сообществом ораторского искусства. Вот выдержки оттуда. «И хотя мы сталкиваемся с трудностями сегодня и будем сталкиваться с ними завтра, у меня все же есть мечта. Я мечтаю, что однажды эта нация распрямится и будет жить в соответствии с истинным смыслом ее принципа. Мы считаем самоочевидным, что все люди сотворены равными. Я мечтаю о том, что наступит день, и даже штат Миссисипи, изнемогающий от жары и несправедливости и гнета, превратится в оазис свободы и справедливости. Я мечтаю сегодня». Вот такая статья. Я вашему вниманию прочитал, представил. Прошу вас, напишите в комментариях, что вы думаете, понравилась она вам или нет. Есть ли какие-то спорные моменты, или вы все считаете, что действительно там все правильно написано. На этом все. Хау болгат, хурматлы милләттәштәр, осы шагат